Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева и в начале о главных темах. Шелковская стремительно меняет свой облик. Кроме обустройства жилого блока, в обязательном порядке развивается и культурная составляющая. Получив статус города, началась активная реконструкция и расширение населенного пункта. Чеченская республика – территория мира. Первой точкой посещения журналистов стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина. В Грозном прибыла делегация арабских журналистов в рамках проведения блог-тура. Покорители неба. Всегда мечтал прыгнуть в горах, особенно на озеро, просто суперское. В Российском университете спецназа провели испытания парашютных систем высокогорной местности. Руководитель администрации главы правительства Чеченской республики Галас Таймасханов провел совещание с Кабинетом министров и руководителями муниципалитетов. Встреча прошла в здании Министерства финансов субъекта. Были рассмотрены вопросы организационных и правовых основ перехода на одноуровневую систему местного самоуправления. Кроме того, зачитаны доклады, к примеру, необходимости и сроках совершения гражданами действий по регистрации, перерегистрации прав на объекты недвижимого имущества в случае изменения статуса населенного пункта или изменения наименований составных частей населенных пунктов. С 19 июня 2025 года до 1 января 2027 года устанавливается переходный период для осуществления полномочий органов местного самоуправления. В этой связи мы сегодня обсудим вопросы организации перехода ОМС Чеченской Республики на одноуровневую систему, преимущества и последствия такого перехода. Предстоит рассмотреть также сроки и этапы перехода, включая необходимые нормативные и административные меры, организационные и территориальные изменения в структуре местного самоуправления, возможные риски и пути их минимизации, правовые и финансовые аспекты реформы, опыт других регионов, где подобная модель уже реализована. Уже сейчас необходимо проработать вопросы нормативно-правового и методического обеспечения перехода ОМС на одноуровневую систему, выработать согласованный механизм такого перехода, минимизирующий риски. В рамках сегодняшней повестки призываю всех участников к открытому обмену мнениями и предложениями. Наша задача выработать решения, которые будут способствовать устойчивому развитию территории и улучшению качества жизни нашего населения. Чеченская республика активно движется к будущему, где предпринимательство становится одним из ключевых факторов экономического развития. В столице прошел бизнес-форум «Пора предпринимать», который представляет уникальную платформу для общения представителей власти, бизнесменов и экспертов. Участники обсуждают актуальные вопросы, касающиеся развития бизнеса в регионе, делятся опытом и находят новые пути для роста. Слово Медине Мударовой. Отель «The Local» объединил на своей площадке около 300 предпринимателей со всего региона, а также 60 студентов, которые хотят развить себя в этой сфере. Масштабный бизнес-форум дает возможность обзавестись полезными знакомствами, обменяться опытом, и это лишь малая часть всех плюсов. Мероприятие организовано Центром развития предпринимательства «Единство» при поддержке Фонда президентских грантов. Он был учрежден в феврале текущего года по инициативе Табарик Кадыровой. Главная цель – помочь превратить любые идеи, даже самые невозможные, в успешный бизнес. Этот форум не просто встреча единомышленников. Это логический итог трехэтапного пути, который мы прошли вместе с вами в рамках проекта «Пора предпринимать». Проект ставший возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов, а также вниманию и личной поддержки нашего учредителя Табари Кадыровой. Именно ее вера в силу предпринимательства, ее энергия и мудрое руководство заложили основу для всех наших инициатив. Центр помогает начинающим предпринимателям в решении различных задач, начиная от бюрократических вопросов, заканчивая масштабными рекламными кампаниями. Всего в проекте приняли участие более 300 человек. В рамках предыдущих 2 этапов они прошли серию семинаров, тренингов и мастер-классов. Полученные знания применяли на практике, участвовав в кейс-чемпионатах. Я придерживаюсь такого принципа, что любое мероприятие – это
Это опыт, это знание в любом случае, хоть какая-то от этого польза в любом случае имеется. А в данном мероприятии цель была такой, чтобы проверить себя в первую очередь в области бизнеса, вообще насколько это мне подходит. Из 60 финалистов было отобрано 3. Первое место взял Саидмагомед Сатуев, второе – Ухавы Исханова, а третье место занял Сату Магомадов. Победителей и призеров наградили денежными призами, кубками и годовым сопровождением Центра единства по любым вопросам ведения бизнеса. Сами задания были очень интересными, и по итогу я применял все возможные знания, которые в университете получаю, которые из своего кругозора или в принципе, как можно в той или иной ситуации подойти. И таким образом я пришел к первому месту. Я думаю, что есть стимул, есть куда стремиться, и поэтому, возможно, даже в будущем буду сотрудничать с данным фондом. В завершении официальной части прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве ЦРП «Единство» с «Опорой России». Это важный шаг для укрепления связей и создания новых возможностей для предпринимателей региона. Мы уверены, что это сотрудничество откроет новые горизонты. Также выступили 7 известных в Чеченской Республике спикеров, бизнесменов и ведущие эксперты в этой сфере. Знания сразу же применялись на практике. Еще раз, кто готов покупать очень классные декоративные изделия? Считай, сколько вы смотрите. Сейчас побольше, видишь, второй раз. 10 будет? Ну да, примерно. Да, запиши, 10 клиентов, да? А кто готов из вас стать инвестором этого проекта? Огромную поддержку начинающим предпринимателям оказывает Республиканский центр «Мой бизнес». Там каждый может получить всю необходимую помощь. Бизнес начинается с идеи, и, соответственно, это непростая задача. На этой стадии необходимо провести правильную работу, правильную диагностику и своей компетенции, и внешнего рынка. Центр «Мой бизнес» оказывает консалтинговую поддержку, информационную, консультационную, участие на выставках, ярмарках, образовательную бизнес-поддержку. Есть у нас партнеры Центра экспорта, экспортную поддержку. Работаем с вузами, со всеми бизнес-сообществами. Вот, и помогаем нашим начинающим, в основном предпринимателям, достигать своих успехов. Один из примеров успешного ведения бизнеса – это компания по производству турецкого мороженого «Айсдо» в Чеченской Республике. Руководителем является эмир Чеченоглу. Небольшой цех находится в Аргуне. В день выходит примерно 2 тонны мороженого. Всего 55 разновидностей, как классических вкусов, так и фирменных разработок. У компании огромные планы по расширению своего дела. на мороженое, Кахрама Мараш, Алгородио, да, социгер, Жимол Шхайна, Двина мороженое, любитель версо, Хуцави Шхайна, Турция асан мороженое, Цекер Бахан Хеллере, Дела Турция асан мороженое, Серена Война, Хинаши, Халха Юдин Саюш мороженое, в Турции мороженое, Саджам Война, Хина Мерский Тердер, Войнохчу, Омина Мерский Тердер, Алла, Суцута Идеехел, Ишбол Даболи Нирох. Алхамдулилlah, хаз даю, что хаз мерзкий, что на хен кида разные ассортимент юг-юг, курьёлжу юг-юг-шу, да мола ищет, да более нет, да бол. Форум был приурочен ко Дню российского предпринимательства. Он стал логическим завершением трехэтапной программы проекта «Пора предпринимать». Главная цель таких мероприятий – увеличить число предпринимателей, а вместе с тем наладить инвестиционный климат в регионе. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Новый статус, новые возможности. Недавно получившая статус города Шилковская вступила в фазу активного развития. По распоряжению главы региона началась комплексная реконструкция и расширение населенного пункта. Как меняется жизнь в молодом городе, в сюжете Магомеда Азиева. Не так давно Шилковскому было присвоено звание «Город». По поручению главы региона началась активная реконструкция и расширение населенного пункта. На сегодняшний день в городе ведется стройка 2 микрорайонов, а также объектов социального значения. Работы ведутся в рамках программы развития строительной инфраструктуры, направленной на улучшение условий проживания жителей. Благодаря этим проектам планируется ликвидировать дефицит жилья и повышение уровня комфортной жизнедеятельности людей. В городе Шилковская начато уже строительство 2 микрорайонов. Это ЖК «Лейвел», который уже ведется строительство на площадке 9 гектаров. Там будет построено 10 этажей, 12 этажей, 6 многоквартирных домов, более 2000 квартир. Предусматривается и строительство коммерческих помещений. И кроме того, там будет кинотеатр новейший со всеми условиями. Будет спортивные залы, тренажерные залы, бассейн, все условия для жителей
для удобного, комфортного проживания. Один из проектов Шелковского – это детский сад. Строительство осуществляется с учетом современных стандартов безопасности. Двухэтажное здание рассчитано на 60 мест. Для каждой из групп имеются игровые зоны, спальные комнаты, административные помещения и столовая. 90% всех работ уже завершены. Осталась лишь внутренняя отделка и благоустройство прилегающих территорий. Объект планирует сдать в конце следующего месяца. Сейчас остались спецработы по электричеству и по потолкам. Техники здесь каждый день бывает задействовано 4-5 единиц. И центрозаводом самосвалы тоже. Немаловажным объектом является жилой комплекс «Новый Терек». В настоящее время завершается заливка первого этажа. По задумке, дом будет самым высоким зданием в городе, открывающим вид на мечеть и озеро. В здании 112 квартир, торгово-офисные помещения, современные лифты. Предусмотрены также генераторы тока для их бесперебойного функционирования и освещения в подъездах. Особое внимание в проекте «Зеленой зоне». Это детская игровая площадка, места отдыха для пожилых и большое количество парковочных мест. Строительство у нас запланировано на конец 2026 года. В принципе, по сегодняшним темпам работ мы успеваем выполнить все работы. Да, к концу 2026 года мы сдадим дом, и жильцы благополучно смогут заселиться уже в новые квартиры. Строительные реформы касаются и окраин города. Здесь также ожидаются большие преобразования. Кроме обустройства жилого блока, в обязательном порядке развивается и культурная составляющая. В станице Старощедринская на данный момент возводится новый дом культуры. Проект находится на стадии благоустройства территории, а внутренняя отделка и дизайн оформлены по современным стандартам. Внутри поставлено новое оборудование и техника. Магомед Азиев, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. От камер к учебным полигонам. Арабские журналисты, участвующие в блог-туре «Чеченская республика. Территория мира», побывала в легендарном российском университете спецназа имени Владимира Путина. Здесь гостям продемонстрировали современную учебную базу и уникальные методики подготовки бойцов. О впечатлениях делегатов расскажет Лейла Муртазова. В предвкушении узнать новый край в Грозный прибыла делегация арабских журналистов в рамках проведения блог-тура «Чеченская республика. Территория мира». Первой точкой посещения журналистов стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Учебный центр стал местом настоящего притяжения гостей со всего мира. Здесь они познакомятся с уникальной площадкой и современными программами подготовки. На базе представителей арабских СМИ встретил директор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Дашаев и старший инструктор снайперского направления Асламбек Арсунукаев. Гости смогли задать им интересующиеся вопросы, касающиеся подготовки и о системе центра. Скажите, пожалуйста, еще вопрос у молодого человека. Выпускники, они дальше где служат? Выпускники, если это гражданские, они в основном обучаются для себя. Если это силовые подразделения, то они дальше продолжают служить у себя же в ведомстве. Журналисты с большим энтузиазмом пытались запечатлеть все происходящее в объективы камер своих телефонов, чтобы не упустить ни одной детали события. Особое внимание приковывал к себе и багги Чеборс. Далее экскурсия продолжилась в аэродинамическом комплексе. Здесь им наглядно показали, как происходит воздушный полет. Огромная работа, проводимая университетом, вызвала восхищение у представителей СМИ. Они отметили, что аналогов такой площадки в мире практически нет. Я реально поражен уровнем этого центра. Не думал, что окажусь в университете. Здесь чувствуешь себя частью чего-то действительно уникального. И это место определенно выделяется среди других учебных заведений такого типа. Одна из излюбленных локаций многих посетителей базы РУС – это тактический город. Именно туда делегатов направили, чтобы они смогли увидеть, как устроены стрелковые галереи. Здесь же они пообщались с инструкторским составом и, конечно, не упустили возможности пострелять из оружия. Султана Халифа работает редактором на мавританском телевидении. По ее словам, она была наслышана о Чеченской республике и рада, что смогла посетить эту землю. Девушка отметила, что приятно удивлена уровнем развития региона, а также добавила об уникальности РУС.
Я впечатлена Российским университетом спецназа. Я не ожидала такого высокого уровня подготовки. Меня поразила работа инструкторов. Они действительно настоящие профессионалы. Особенно мне понравилось, что у женщин есть возможность учиться в этом центре. Отметим, что данное соглашение было достигнуто благодаря сотрудничеству телеканала Russia Today и Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики, которая является и организатором. После насыщенной экскурсии на базе делегация направилась посетить другие значимые места субъекта. Лейла Муртазова, Сейдамин Мусаев, Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Инструкторы Российского университета спецназа провели уникальные испытания. Они тестировали работоспособность парашютных систем в экстремальных условиях высокогорья с разряженной атмосферой. Такие учения критически важны для отработки десантирования в сложных географических зонах. Репортаж Рамзана Абуева. Около полудня небо над казино Ам озарилось многочисленными куполами. Это парашютисты начали спуск, устанавливая рекорд России, первого в истории страны парашютного прыжка на берег этого высокогорного озера. Вообще кайф. Всегда мечтал прыгнуть в горах, особенно на озеро, просто суперски. Прыжок был великолепный, немножко было страшно, потому что рядом горы. Очень понравилось, всем советую. Если кто попадет на такую движуху, обязательно вписывайтесь. Стартовала команда в 6 утра с аэродрома парашютного центра Good Sky Российского университета спецназа. Прыжок 20 спортсменов выполняется с высоты 4500 метров над уровнем моря. Эти кадры сделаны на экшн-камеры самих парашютистов и позволяют взглянуть на мир глазами покорителей неба. На земле зрители с замиранием сердца следят за прыжками. Красиво! В акции приняли участие инструкторы учебного центра и опытные спортсмены из разных регионов России. Главной задачей является проверка работоспособности парашютных систем в условиях высокогорья с разряженной атмосферой, а также оценка физических возможностей при кислородной недостаточности. Приехала из Санкт-Петербурга ради вот этого великолепного прыжка, который мы совершали на самое высокое горное озеро. Это было просто невероятно по красоте, по эмоциям, впечатлениям. Даже вот когда на самолете подлетали к точке выброски, очень красиво. Очень высокие горы, так непривычно. Прыжок прошел безупречно. Ясная погода и относительно слабый ветер создали идеальные условия для проведения мероприятия. Это позволило успешно зафиксировать новый рекорд. А еще это ярко демонстрирует возможности региона для экстремальных видов спорта. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Арабские журналисты в рамках пресс-тура в Чеченской Республике также посетили живописные Нихолоевские водопады. Они полюбовались группой 12 водопадов, где вода, срывающаяся с высоты, создает миллионный брызг, самый высокий из которых 32 метра. После гости отдохнули в туристическом комплексе, расположенном у подножия водопадов, где они смогли насладиться красотой природы и блюдами национальной кухни. Ребятам очень нравится, они очень воодушевлены этой поездкой. На самом деле они только недавно у нас приехали, и получается, что мы сразу первым делом поехали с ними в Чечню. Они еще не особо успели познакомиться с Россией, но им здесь безумно нравится, им нравится атмосфера, и многие уже даже говорят о том, что они бы с радостью сюда переехали, насколько здесь им комфортно, им нравится, как тут чисто, насколько доброжелательно к ним относятся люди. И, конечно, им очень нравится еда, природа и вообще атмосфера в целом. В Центре спортивной борьбы Бувайса Расайтиева прошел всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Деги Багаева. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей России, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. Имена победителей узнаем у Турпалали Тайсумова. Лучшие борцы из разных регионов страны участвуют во всероссийском турнире по вольной борьбе в честь памяти Деги Багаева, легендарного советского и российского тренера. Соревнования, проходящие в Центре спортивной борьбы имени Бувайса Расайтиева, посетил министр субъекта по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Всего около 300 участников в 10 весовых категориях. На ковре сошлись как начинающие, так и опытные атлеты. Наша сборная укомплектована сильными представителями, однако соперники такого же уровня. Этот турнир, он взрослый, у нас как раз вот перешли в категорию юниоры, это молодежь.
хорошие ребята прошлогодние, примерно чемпионы России, призеры чемпионы мира, Европы. Вот. И сейчас на этом турнире, кстати, тоже один из них борется. Сейчас вот выходит у нас атлет до 57 килограммов. Уровень наших спортсменов, он неплохой. Ребята очень хорошо тренируются. Тренерский состав у нас также замечательный, профессионалы. И в этом плане никаких проблем. Судейство высшей категории. Здесь учитывается каждый прием, за который справедливо начисляются баллы. У участников предельная концентрация. Все выдающиеся борцы начинали этот путь с малых лет. Брали соревнования национального уровня. У спортсменов, соревнующихся здесь, огромная мотивация стать лучшими. Ведь это возможность внести свое имя в историю спорта своего субъекта, а затем и страны. Сын Даги Багаева Зелимхан, наблюдая за схватками, выразил восхищение тем, в каких условиях занимается нынешнее поколение. По его словам, стать чемпионом сегодня может каждый, пришедший сюда. Турнир, который мы уже в 9-й раз проводим в республике, говорит о том, что люди привыкают, начинают больше участников появляться. И это большой стимул для нашей молодежи внутри республики, для их стремления, чтобы они больше тренировались, больше созидали. Я хотел от души поблагодарить нашего главу Рамзана Ахмадовича. Я в многих странах бываю, вижу комплексы. На самом деле высшего класса, высшей категории комплекс. Большая благодарность за помощь, за поддержку в проведении турнира и за то, что помнят людей, которые вклад сделали в нашу нацию. Высокая конкуренция в любой схватке. Борьба за каждый отданный балл, потеря которого чревата выбыванием из соревнований. Но, как и в любом турнире, есть выигравшие и уступившие. Победители и призеры были награждены медалями и ценными призами. В категории 86 килограмм лучший Рамзан Булатов. Он скромно отозвался о своей победе, отдав должное соперникам. В финале был призер, серебряный призер первенства России. Где-то года 2 назад он стал. А так, все на высшем уровне, соперники были достойные. В категории 65 килограмм победил Аббас Гаджи Магомедов, представляющий братскую республику Дагестан. Незадолго до турнира ушел из жизни его отец. Успех посвящен именно ему, хотя и радоваться очень трудно, с его слов. У меня первый старт без отца, и очень тяжело так, потому что он со мной везде ехал и такой. А бороться тут в зале честь Басара Хамидовича, это, конечно, большая честь. Это великий борец, великий человек. Турнир мне очень важен был перед Россией. Я после операции не тренировался. И после смерти покойного отца побыстрее хотелось бы выиграть. Все участники были достойны победы. Но на этом все не заканчивается. Впереди ждут обильные тренировки к новым спортивным вызовам. Турпа Лалит Айсумов, Джабраил Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.